про шапочки рассказать. Ну, расскажу про шапочки так, да. Вообще история шапочек поварских идет издревле. Но все-таки одна из таких кулинарных стран, в которой есть высокая кухня, это, конечно, французская кухня. И все идет оттуда, еще со времен королей. Почему одевали шапочки повара? Было такое, что чем больше складок, тем больше опыта у повара. А именно в чем опытность проявлялась? В приготовлении блюд из яиц. И поэтому и сейчас до нас дошло это, что в таких в элитных ресторанах работая, шеф-повар одевает большой колпак с большим видом складочек. Да. И это показывает о том, что иерархия на кухне, шеф-повар, большой колпак, больше складочек, соответственно, он больше знает, у него больше опыта, и люди приходят непосредственно на него. Потому что, если вы даже знаете, что повар, имея звезду Мишлена, она автоматически прибавляет любому заведению. Ну, будь то ресторан, будь то отель. Да, конечно, в плане санитарных, конечно, я считаю, что если длинные волосы, там, ну, если они там выпадают, человек не следит за собой, грязнули, то, я думаю, надо одевать обязательно шапочку. А так, вот смотрите, если вы на меня посмотрите, у меня с короткой стрижечкой, да, у меня нет ни бороды, ничего, не обязательно, чтобы одеть шапочку. Шапочку вот в данный момент я вот одеваю для того, чтобы мне не мешал пот. Потому что мы стоим около плиты, некоторые просто одевают бандану, кто-то повязочку делает. Волос попадает не только от головы повара. Это может быть и продукт такой прийти уже с волосами, да, с поставщиками. Поэтому здесь уже конкретно это на совести повара, что он не проследил отдачу и все это. Я так, если у человека длинные волосы, я стараюсь их просить, чтобы они одевали. Если короткие, я вообще смысла не вижу и никогда не заставлял их одевать. Сейчас видели, идет такой тренд такой, чтобы мясной повар, да, обязательно был с бородой, с наколками. Ну, это уже чисто мода идет, ее никак не отменить. А так, что получается? Если на голове волосы, значит, он на бороду должен какую-то косынку одевать. Ну, это смешно, ребята, реально. Ну, перчатки, смотрите, перчатки я вот одеваю, когда разделываю мясо. Смотрите, здесь идет именно в первую очередь защита. К чему? Потому что это сырое мясо, да? Сырое мясо, его надо обрабатывать, и желательно, чтобы руки были защищены. Еще в чем? Смотрите, вот если я вот обрабатываю, да, у меня перчатки грязнее становятся, чем мои руки. Ну так, если взять. Поэтому я одеваю перчатки только тогда, когда что-то обрабатываю сырое. Отличной гигиены, как бы ни было, везде на кухнях есть вода с моющими средствами, где повар моет руки. Здесь и нет такого. Если даже мы берем санитарные правила, нормы, когда повар приходит, в первую очередь он обходит кожные покровы. Если есть на них ранка, то обязательно он должен одевать или напальчник, или этот. Если у него чистые руки и ногти, ну, соответственно, пострижены нормально, то смысла нет вообще. Я вот не люблю готовить, потому что я не чувствую в перчатках некоторые моменты. Вот я начинал с суши-бара, да, вот смотрите, вот начало это 2000-х годов, когда у нас только мода вносилась, не было даже там подоплеки, чтобы одевали перчатки. Мы учились у японских мастеров, приезжали с Японии, где суши они лепили, и даже было поверье, что суши, приготовленные мужчиной, они вкуснее. Почему? Потому что температура тела другая у мужчин.